Это история о небольшом кыргызском городе, каких ни один и не два в нашей республике. Точнее, о его жителях. Когда-то развитый промышленный центр с заводами, автобазами и портом, сегодня еле-еле выживающий населенный пункт. Становление экономики независимого государства – процесс болезненный и неоднозначный. Мизерные фонды на социальные нужды – издержки этого процесса. Пожилые люди, отдавшие свою молодость и энергию другому, ушедшему государству, чувствуют себя брошенными и ненужными. Мы все устали от повседневной чернухи, очерствели душой. Бабушка, просящая милостыню у элитного магазина, вызывает не жалость, раздражение. Оборванный старик у мусорного бака – чувство брезгливости. Они лишние, они мешают, они портят настроение. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, что и в 60 лет жизнь не кончается, и в 70 можно найти другой путь. Путь, о котором этот фильм. Это не панацея от всех напастей. Это реальная история о реальных людях, которые изменили свою жизнь. Миша не видал. Я что-то зашел? И не слышала. Что-то ты Миша сказал? Не слышал. Не слышала, значит. Я сказал, здравствуйте, Охлия. Оттуда зашел, тоже кричал. А я не слышу. Могу поздравить. Здравствуй, Миша. Ну как настроение? Пенсия не дает, обсудить. Смотри. А Зоя куда делась? Зоя, вот она тесто ставит. Давай. Зоя замуж убежала. Ай, шашба. Знаете, я когда пришла в блок, вот первый раз, я ногу таскала, я с палочкой ходила. У меня левая сторона от поясницы до самых пальчиков отказывала. Пришли, это здание дали нам. Оно запущенное, грязное, там все надо белить, надо мазать, надо ремонтировать. Мне говорят, да, Вера Васильевна, ты посиди. Да ладно, да мы сами. А мне же стыдно сидеть это самое. Ну как я буду сидеть, когда вот бабушке, вот Дарья Ивановна, она на 19 лет старше меня. Ну как же я буду сидеть, если она что-то даже пол моет или тряпкой, там стены протирает. И вы знаете, наверное, полмесяца прошло, а я иду домой, а я палочку забыла. Я без палочки домой пришла. Вот что значит это самое общение, коллектив. И вот эта работа, оно как-то вот до того вдохновляет, до того связывает. Вот неделю мы не ходили на это самое, на блок. Каникулы нам сделали, отпуск это самое. Вы знаете, такая неделя длинная показалась. Уж на что я всегда себе найду работу. День, ну прям такой длинный. Это. Надо идти, надо что-то делать. Говорят, что я отчаянный, я еще отчаюсь. У подружки отобью головушкой ручаюсь. А здесь вот я просто вот уже, я 5-й год работаю, я до такой степени привыкла, вот я не могу бросить. Мне кажется, я бы вот хоть сегодня ушла бы, но мне почему-то жалко, и мне охота вот вроде бы того, что какую-то помощь сделать людям, чем-то там поделиться, чем-то посоветоваться, что-то помочь вот. И люди вот у меня, например, как сказать, ну не том, что чтобы отказались что-то делать, нужно делать, значит мы делаем все хором, кто по силе возможностей. Консервацию делали на зиму, варенье варили, умет нам сахар давал, мы варенье варили. Красивые. Ага. Консервировали, солили, заготовку, в общем, делали. На зиму. Все, наверное, ведро будет. Давай себе. Коваленко Валя есть у меня. Она пенсии получает 240 сомов. Родственников вообще нет никого. Живет так, люди приютили, живет у людей, потому что людям помогает.
поэтому живет. Сейчас вот этот вот дедушка у нас, он 170 пенсий получает. Жить негде. Дети отказались. Ничего, наоборот, варенье хорошее. Он не знает она красивый, знает. красивый хочет. А красивый. Вот этот вот, тем более он мягкий не пойдет. Ну все. Все, где тряпка? Тряпка, Валя, где тряпка? Давай. Пойдет? Пойдет. Вы делаешь, конечно, четкий работу. Пойдет. Валя, Валя. Когда мы организовались, у нас было ничего не было. Вот блок и все, и люди. Вот. Так вот эти вот деньги, что мы собирали, мы приобрели газовую плиту, мы приобрели 2 духовки, приобрели, значит, холодильник. Без холодильника никак нельзя продукты. Всю посуду приобрели, мебель, клеенку. В общем, вот у нас тогда на книжках почти ничего не было. Ну вот сейчас у нас там, ну, до 50-60 сомов у нас на книжке есть. Эта сумма меняется. В этом месяце мы больше положили, израсходовали. В следующем месяце у нас затраты меньше, поэтому сумма меняется каждый месяц. Вы такая же молодая. Нет. Ну так куда только? Тут должны... У нас 8 блоков. Кассовая работа у всех одинаковая, или учет кассовый. 2 кассы у нас в блоке. Касса добровольных членских взносов и касса производства. В кассу добровольных членских взносов мы платим по 35 сомов. Расходуем мы на нужды блока. Что туда входит? Входят, моющие средства, оплата за свет, за там, мусор, вывозку. То, что остается, мы делим на всех. Да, я еще не сказала, что мы из этих средств, что у нас остается, мы оказываем помощь нашим членам группы на похороны, на лекарства. Касса производства – это то, что мы занимаемся, производством. Что мы делаем? Мы печем шишки, делаем пирожки, манты делаем и реализуем. Реализуем везде, где можно. И по организациям ходим, и на базар, и по городу. Город небольшой, поэтому рынок сбыта у нас очень сложный. Но все, что продукцию мы приготовим, у нас всегда она расходится. На втором блоке там у них поросята, коровка есть, которая отелилась, молочко. Молочко реализуют. И по блокам у нас молочный день бывает. Курочки сейчас остались только на первом блоке и на 4-м. Когда у нас были в каждом блоке куры, то мы не покупали там яйца для столовой, для производства. Все это шло от собственно. Это уже тоже прибыль. Вот это все наши доходы. Ну, в общем, вертимся, крутимся, стараемся. Там мы шерсть это взяли, 7 килограмм. Это шерсть я сама все. Вот сколько носки сделала. Да продадим. Все нормально. Не скучно, самое главное, не скучно. Мы дружно, мы так работаем очень дружно. Работаем, наш первый блок работы очень много. Мы там не одни же. Мужики там, старики, даже замуж хотим выйти, выходить. Некоторые выходят. У меня муж уже в 74 году умер.
Ему 49 лет был. Я 32 года осталась. 5 детей воспитывались. Блок мне нравится, хорошо, очень хорошо. Хорошо питаем. Дома такое же питание каждый раз бывает, разве? Нет, не бывает. Там сыр есть, мясо есть, творог есть, блинчик есть, молока есть. Хорошо. Когда праздник бывает, очень там хорошие, веселые песни поем, нам подарки дают. Хорошо, это самое мне нравится, вот это праздник. Не могу я тебя день рождения, дорогие подарки дарить. Но зато в этот день замечательный я могу цветы подать. Я знаю, когда при советском власти тоже, когда коллективы, кого ты там поздравишь, кому там что-нибудь дашь, цветы, или там подарок, или там что-нибудь, тому товарищу, человеку, любому, молодые или пожилые, было очень хорошо. А сейчас пожилым еще лучше было вот это, такое отношение человеческое. Живите долго и счастливо. Пусть вас уважают люди, пусть вас уважают дети, а мы вас уважаем. Спасибо, что мы все есть. Спасибо всем и спасибо нам. Вот у нас сегодняшний клуб общения посвящен салатам. Тема у нас такая – питание и мы. Вот такой группу, как вот это объединенный имид, общественный имид, очень хорошо. Вот, пожилые люди, больные люди, там не все одинаковые живут, очень разные. Одного пенсии мало, другой сильно больной, другой кое-как, у кого есть дети, у кого нет. Даже если уехали и нет, и не возвращается. Вот когда я сколько раз сижу и думаю, общение очень хорошо. Потому что с общением у каждого человека узнаешь и поддерживаешь слово, и там что-нибудь скажет, или мы скажем, и так это общение человека очень большое дело. Но вот когда не ходишь, плохо, вот даже 2 дня не пойдешь, что-то на душе отнимается. Потом тяжело стало, стали сокращать ведь. Сначала 20%. Убрали сначала этих пенсионеров, а потом уже стали убирать тех, которые позже устроились на работу. А потом 70%. У нас сейчас совершенно мало этих врачей и вообще медсестер, мало. Пусто так стало в поликлинике и в стационарах. Все одинокими стали, опечалены. Верно ведь? Остаться без мужей, посадить нас на такую маленькую пенсию, что мы не можем выживать, да? Какой интерес нам это жить уже, не хотим жить даже. А когда организовали эту, вот эти блоки, нас собрали, нам радостно стало, что мы встретили друг друга, видим, что здесь еще много бабушек, много дедушек. Там обща все приходят с блоков. И танцы устраиваем, и концерты там ставим. Все как можем, так и стараемся. Я, девчата, встаю и говорю: доброе утро, Вера. Ты посмотри, какой сегодня день.
какая погода, ты такая веселая, такая здоровая, ничего у тебя не болит. Я сказала, пусть болезни меня боятся, а не я их. Пусть они меня боятся, а я буду брать от жизни все, что успею. Жизнь живешь, доживаешь до 70, до 80 лет и не знаешь, что тебя ждет. И как сложится твоя судьба. И будет ли у тебя к этому времени семья. И будет ли у тебя к этому времени какая-то поддержка. И то, что случилось в перестроечные годы, никто этого не ожидал. Не ожидали и наши старики, которые сейчас объединены в группы самопомощи. Наверное, это преступление то, что мы так относимся к своим старикам. Наверное, нужно задуматься о том, что мы все когда-то придем к такому возрасту, и нас настигнет та же участь. Те группы самопомощи, которые созданы в городе Балыкчи, они, конечно, не панацея. И не тот штамп, который можно накладывать в любой город, любое село. Но, наверное, это тот механизм, который мы должны пробировать, мы должны пробовать, мы должны искать для того, чтобы наши старики жили лучше. Они заслужили это. Говорят, путь проходишь от самопомощи к самовыживанию и к его достоинству. Так вот, чтобы наши старики жили достойно, давайте, наверное, вернемся к ним и посмотрим, как они живут. И что нужно сделать для того, чтобы они жили лучше. Давайте объединим свои усилия для того, чтобы они объединили свои усилия. И были помощью и опорой друг друга, потому как нет другой опоры. Они потеряли опору в государстве, они потеряли опору в своих детях, они потеряли опору во всем обществе. Мы забыли о них. Так давайте мы посмотрим и еще раз подумаем о том, что нас ждет с вами тоже старость. Жизнь на этом не останавливается. И, наверное, все к этому когда-то придут. И думая сейчас о них, мы думаем о себе.